Зачем тебе нужно оцифровать свой бизнес тише? Вообще, что такое слово оцифровать? То есть перенести физическую офлайн работу на онлайн. То, что ты раньше делал руками, ногами, аяқ қолыңмен жасаған жұмысты, енді мына миға онлайнға ауыстыру керек. Как это все будет выглядеть? Смотрите, как мы раньше запускали новичка. Человек подписал контракт, наставник с ним садился, записывал цели. 25 целей. Правильно, это нужно и сейчас делать. Следующее. Наставник давал задание. Первое. Тебе нужно написать список знакомых 50 человек минимум. Тебе нужно в день раздавать 300 листовок минимум. Тебе нужно собирать холодные контакты, выходить на улицу, собирать телефоны у прохожих людей по 15-20 телефонов в день. Дать объявление в несколько газет. И после этого начиналась работа. То есть приходили по объявлению новички, человек садился и работал. Или совершал проделал домашние кружки. Давайте вернемся к домашним кружкам. Насколько сейчас реально проводить домашние кружки? Серьезно, сейчас очень тяжело. Все перешло на онлайн. Даже семейные отношения перешли на онлайн. Родственники друг с другом как общаются? По WhatsApp. Здравствуй, здравствуй, привет, как дела? Пару роликов отправил, мы кушаем, все нормально. Все. Сейчас, как раньше, даже родственники друг к другу часто не заходят в гости. О каком домашнем кружке может идти речь? Да, может быть и еще возможно, но это очень сложно. Согласитесь, прийти к человеку домой, занять у него личное пространство, личное время, рассказывать о тиньши, там дома у него семья, завтрашний день в школе подготовка, а он должен с вами сидеть час-полтора, слушать вашу информацию. То есть не совсем это работает. Следующее. Объявление в газету. Само слово смешно, да? Давать объявление в газету. Сейчас никто не дает объявление в газету. Все в интернете. OLX, Каспий и так далее. Маркет. Следующее. Холодные контакты. Не знаю, насколько это у вас получится. Сейчас подойти на улице к человеку, спросить телефон. Даже после пару приставаний с вами могут заинтересоваться компетентные органы. Так какие еще методики? То есть все, что все, что мы делали раньше, это переходит теперь в онлайн-пространство. Инстаграм, WhatsApp, Telegram. Как это работает? Нужно увеличивать количество подписчиков. Сейчас подписчик решает все. Если мы раньше говорили, чем больше список, тем больше бизнес, сейчас мы говорим, чем больше подписчиков, тем больше бизнес. Реально сейчас время подписчика. Нужно увеличивать количество подписчиков. Подписчик все решает сейчас. Подписчик, еще раз говорю вам, чем больше подписчик, тем больше доход, тем лучше у тебя жизнь. Как же увеличить количество подписчиков? Нужно усиливать свой личный бренд. Что такое личный бренд? Свое влияние, свое присутствие в интернет-пространстве. В Instagram, WhatsApp, статус, Facebook. Как же его увеличить? Начать снимать, начать говорить на камеру, начать писать посты. Все, что ты делаешь, все, что интересно, все, что людям полезно, ты должен это вещать через соцсети. Есть формула прекрасная, это сладкая парочка, Reels. Через Reels это 30-секундные, минутные ролики. Через них ты собираешь свою аудиторию, то есть на тебя подписываются через Reels. С Reels люди заходят на Instagram, на Stories или страницу, там происходит уже продажи или вовлечение. То есть оттуда выходят на личку, оставляют телефоны, вы уже начинаете разговаривать. Может быть, дальше будет какой-то живой контакт, вполне возможно. Но именно поток людей, этот входящий трафик, мы должны создать только через соцсети. Остальное уже очень сложно работает. Да, может быть, работает. Может быть, можно холодные их делать. Наверное, можно еще домашние кружки проводить. Но вы до Золотого Льва будете идти 25 лет. Если еще дойдете за 25 лет. Очень сложно, это физически тяжело. Допустим, в месяц там сколько домашних кружков проведешь, да? А это все можно делать одним постом, одним рилсом. То есть через рилс, опять же говорю, вы увеличиваете своих подписчиков. Через TikTok, через Facebook вы увеличиваете количество своих подписчиков. Подписчик сейчас решает твою жизнь, твой бизнес. Нужно усиливать свой личный бренд. Через ролики, научись снимать ролики, ставить перед собой камеру, рассказывать не только о тиньше, а своей жизни, чем ты увлекаешься, чем ты лечишься, какой ты образ жизни ведешь, как твои дети живут, не болеют, да? Как твоя семья там укрепляет иммунитет, что вы кушаете.
Это должно быть интересно людям. Это нужно снимать естественно. Когда интересно? Когда естественно. Ты должен быть самим собой. Поверь, твоя жизнь интересна многим. Это тебе кажется, что в твоей жизни может быть интересно. На самом деле в твоей жизни очень много интересного для людей, которые откроют, им станет интересно, как ты кушаешь, как ты ходишь, что там твои дети делают. Это интересно. Еще раз повторю, через подписчиков переходим уже на страницу Instagram или в Stories. Оттуда идет уже живой контакт с этим человеком.